Добрый день. Добрый день. Наконец-то. На такой великой машине? Ну, нема А? водителя. Езжу. Вообще-то вот. Это ваша такая? Это рабочая, так сказать, по культуре. У нас же не Ага. только Ну да. Биология, да? культура И молодь. Прошу, до стены я нахуй, только мамное место. Так. Я гляжу, вот, кстати, себе такие вот Гоша. Что покрыть бы, неплохо он будет глядеться, да. У меня эти гниюсь, только победать. А это не дуб издалек. Не, это береза, что было под руками. Ну, это не зовсім именно добре для фото. Для такого, ну, дерево такое нагнеться. Не будовниче, это материал береза, ні. З берези ж ні. Ну, я землю. Ага. Добре. Так як ви тут змагаєтеся? Я-то змагаюся, но мне я ж не это самое, как бы, я ж не просто, сюда чуть покалякать. Ну, Розкажіть, а чого що ви? за історія? Потім ми можемо бути. Ми спочатку все залежить від того, що я почую, що відбулося, що з чого почалося, чия ініціатива головна. Инициатива это не моя, не моя. Вот тут ездил начальники, вызывали меня до себя, одни другие. И кажут, что у тебя тут творится, бурлеешь. Ничего не бачишь. Для меня, честно, вот так вот, подумаешь, ну тут. Но определенные структуры. Як поміж нами, як кажуть, чим більше ми ведаємо про структури определенні, тим менше, як кажуть, нам, поміж нами. Скажите мне и выкладите, и, так сказать, я короче, умойте руки. Передо мной, не перед кем, а... Между нами. Но, во-первых, дошло до зам по идеологии. Я к тому, чтобы нигде потом это не фигурировало, потому так что... вот мы и говорим, я говорю, все залежит, да. Чисто это такое, накануне 9 мая. Все, и тут хтось, я не ведаю, хто на это отреагував так. Ось. А потім мене викликають і кажуть. Так и так, то все, это зам по социальным вопросам, председатель исполкома Тетяна Владимировна Шутинова. О, я не бачу ніякої тут крамолика, але ж давай тут милицию подключать и так далее. Ну, приехал я с председателем райсовета. Ходил вокруг, поглядел. Не с Ковцом? Не. Райсовета, а кто у нас райсовет? И Шутинова. Ромашевский. Вот. Потім так сюди, я не видел, вызывать, уже справки навели, где кто. Вот. Ну, пришлось сходить, поговорить. Я даже, когда так вот встретились, она говорит, ой, так это же идеологические вопросы ведет, ну, как бы, в автопарке. Я так это с удивлением. Но в этом, как бы, как сказать, ну, нету преград, границ или каких-то, каждый, я не вижу опять-таки в этом, что вот, или каким-то образом я нажим осуществлял, или угрозы какие-то нет. Я говорю, ну, если можно, поговорите с супругом, если можно, потому что, ну как, идет же адекватная реакция. Я работаю в таких структурах, где свое отношение к тем или другим вопросам я не могу открыто. Понятно, все мы прекрасно понимаем. Или мне здесь не работать,
Или же, вот, поэтому поговорили, если можно, чтобы не обновляя, то есть это не, как это сказать, не злить этих, которые, вот. Так гэта, як я зразумеў, гэта раённая ініцыятыва. Да, да, да. То есть ваше раённое начальство. Да, да, милиция. Римашевский. Ну, милиция як? Милиция ж не самостойная, милицию уже запросили. Ну. Да. Ну. И вы говорили с этим директором автопарка, тот самый. Ну, я же не знал, кто. Я пришел к директору автопарка. Правильно, да? Вот. Я говорю, такая женщина працует у вас? Да. Поговорили. Ну, сидим. Приходит. Так, мы же эти инструктажи на полидни проводим. Я-то помню, ну, как бы в лицо всех уже за год. Я только год працую на этой посаде. Вот. Ну и так поговорили. Я говорю, если можно, ну, в том плане, что меня обязали, как тут говорится. Вот. А она как бы, так, если по-мужски говорит, то как бы вину, при чем тут вина? Абсолютно никакой. Ну, я говорю, поговорите, какие возможности. Я же не то, что говорю там, срочно стереть, иначе я тут у вас все такое. Абсолютно нет. Я в такой доверительной беседе, нормально мы поговорили. Вот. Там директор тоже такой, как сказать. Ну, директор, что я ведаю, он погрожал звольнением. Не. Это я отдаю слово, да, слово офицера, слово человека. Абсолютно не угрожал. Это вот пример разговора. Никакого звольнения не было. Мабуть, она так отреагировала. Ну. Разговора не было. Не, насчет того. И нормальный директор, ну, вопросы там другие, экономики обсудили, насколько то-то переговорили, он пригласил, поговорили мы, да и то, и все. Угроз никаких, это я свидетельствую. Единственное, была просьба такая вот, если можно, потому что как раз тут вот этот пролет, и каждый едет, ну, неприятно. Во-первых, такая посада, что ты бачишь, ты ездишь, ты бываешь, ты на районе, и куда у тебя. Но я не вижу, что тут именно, ну, каждый же понимает в меру своего восприятия, если так вот поговорить, да? Я бы, допустим, не обратил внимания. Ну, мало ли как получается. А если видеть во всем этом, то это... Так. А из БТИ был представник, я разумею, як вона називається, не було? Ні. Ну, тоді ви приїжджали, і ви сюди, не так? Я приехал раз с Римашевским. С Римашевским приехал. Я же не ведал, кто здесь. Кто тут живе, у соседа спросил. Он говорит, так и так. Ну, бывает, иногда приезжает. Тут, на огороде занимается справами своими. Если повитались друг друга, и все. Вот. Но она, зампредседателя, она уже знала. Ей кто-то сказал. Она единственное, что меня послала. Потом говорит, надо поговорить, надо идти. Погроз никаких не было. Ну, ясно. Если это Елена Николаевна, да, кажется. Если она там говорила, там нет, я могу в присутствии ее, мы с ней вдвоем можем поговорить. Она переживает, она хвалюется. Посада раз, отказность два, ну, мабуть, я говорю, когда мы наедине, я зашел к ней в кабинет от директора, говорю, боже мой, так это не страшно, не волнуйтесь, это не такое там. Ну, а ей, видимо, как-то что-то, ну, не надо так уже, я так думаю. Может, я не должен так рассуждать, как
в силу того, что я занимаю такую эту посаду. Але ж я бачу, человек передо мной, а не там. Ясно. Мгм. А на як у Шутінової, як на посаду її учить? Наместник, Ну, намісник, це я веду. наместник, да, по социальным питаниям. Ага. Мгм. Ну, я якби пропустив. Якраз тут недавно її було це саме телефони, по телефоні напрямала. Прямая связь, Да, ясно. ну. Ясненько. А сам Лесковец? Ленковец. Ленковец не подключался? На это не, у него сельское хозяйство. Ну, коли уже кіраўнік такой на такой посаде будет такими справами заниматься, и он выкликает ее и Ну да. скажет, То есть, то, что она, потребно. Да, это ее справа. То есть идеологии мало, тут еще наместник По социальным. И она социальная сфера. Так, медицина, ну, тут культура, молодь, вот, Ясно. образование і гэта питання вядзе. Я як загадчик отдела. Раней загадчики. А де ранее працевали? Я працаваў кіраўніком на на Гомельщине. Сам я з тых мест, сама граница Ровенская, Житомирская область, и там месторождение гранита. Есть Микошевичи. Есть. Это дорожное, что на дороге его робят. Да, это вёска Щебневка некая. Я Глушкович. Глушкович. Да. Вот я там великая там это. Да. Я родом оттуда. Там мой батька проживая 87 годов. А жив тут, з'їхав на родиму, мне тут не вельми подобається, я полешук, а жонка с этих мест. И уперлась и все. 7 годов там отпрацевал, нормально было. Вот. Но не захотела ехать. Пришлось вертаться. Это осень. Ну, пришлось. Ранее я у райкоме партии. Ну, вы же отставник. Ну, да. Танкист? Танкист. Танкист. Овруч. Со Львова до Овруча Коростеня прошел. Вот. Технарь. Ну, пришлось идеологией заниматься еще в партийные часы. Вот. БПИ наш родной, да? Да, политехнический, машиностроительный. Ради вот военной кафедры пошел. Мне военно поступал, потом получил, говорят, вот и так, и так. Ну и так. Вот. А так, как сказать, я, можно так, заложником судьбы оказался, что пошел на эту работу. Ну, полгода без работы тут ходил, особо устроиться. Некуда было, тут освободилась эта посада, думаю, поспробую. А кто до вас не сокрыт был? Васильев таким. Васильев Юрий Павлович. На пенсию идти? Выслугу